Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Мы сегодня проводим консультацию по вступительному испытанию на программу магистратуры «Педагогика и психология высшего образования». С вами буду сегодня я, Бахтиярова Венера Фаритовна, председатель приемной комиссии по данному профилю подготовки. Испытание у нас носит наименование комплексного экзамена, что означает, что в ходе сдачи экзамена вы проходите два формата аттестации. Это тестирование и защита образовательного проекта, представление образовательного проекта. Форма сдачи экзамена дистанционная. Это значит, что вы сюда к нам в университет не приходите, вы выходите на контакт через компьютер. И при этом при тестировании вам рандомно выпадает 25 вопросов, на которые вы должны ответить в течение 60 минут. Причем, пожалуйста, посмотрите, одна попытка лишь дается для того, чтобы сдать экзамен. Но если вы являетесь лицом с ограниченными возможностями, то для вас время увеличивается на 1,5 часа при, конечно же, наличии соответствующих документов, подтверждающих ваш статус. Ввиду того, что экзамен состоит из двух частей: тестирования образовательного проекта, максимальное количество баллов, 100 баллов, будет поделено пополам. Соответственно, 50 баллов вы получить можете за тестирование, если на 100% ответите на все вопросы правильно. Ну и, соответственно, 50% вы получите за образовательный проект. Говоря о том, что входит в содержание тех знаний, которые будут у вас проверяться, и тех педагогических умений, которые вы должны продемонстрировать, то отметим следующее. Это педагогика, это психология, это профессиональная педагогика, это общая педагогика и такой раздел, как воспитание. Первый вход происходит через логин и пароль, который направится вам на электронную почту. Поэтому, пожалуйста, посмотрите ее внимательно и посмотрите, не попал ли данный логин и пароль к вам в папку «Спам». Там тоже он может оказаться случайным образом. Далее. Последующее посещение сайта происходит под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта, там, где у вас фотография и прописана ваша фамилия, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, обратите, пожалуйста, внимание, ограничено. Еще раз, у вас есть только одна попытка, это касается особенно тестирования. Если у вас в период сдачи экзамена написано, например, с 10 до 17:00, то имейте в виду, что в этот период вы можете зайти и в ограниченный период времени пройти тестирование. Или же в этот момент вы можете вывесить свой образовательный проект, но опять-таки в строго указанное время. Как узнать, когда у вас состоится экзамен? Для этого вы заходите на сайт приемной комиссии, выбираете магистратуру, и в документации размещено расписание. В данном случае посмотрите, расписание консультаций вступительных экзаменов, бакалавриата и специальности или магистратуры по вашему направлению. Заходим на сайт приемной комиссии. Смотрим и, пожалуйста, не ошибаемся, потому что для каждого периода сдачи документов существует свое временное ограничение прохождения процедуры сдачи экзамена. В данном случае для нашей программы магистерская педагогика психологии высшего образования, обратите внимание, консультация состоится 9 августа обозначена. Те, кто подал документы с 20 июня по 6 августа, экзамен состоится 10 августа с 10 утра до 22:00. И обозначен резервный день, то есть для тех, у кого не получается 10 августа по уважительным причинам зайти на сайт и пройти экзаменационную диагностику, резервным днем является 17 августа с 10 часов до 17:00. Для тех, кто подал документы с 7 августа и позже, дата сдачи экзамена 17 августа с 10:00 до 22:00 и выделен резервный день с 21 августа с 10:00 до 17:00. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Наверное, перед вами стоит такой вопрос. Для этого необходимо опять-таки зайти на сайт приемной комиссии,
и посмотреть в разделе документации программу вступительных экзаменов по нашему профилю подготовки к магистратуре. Еще раз, программа называется «Педагогика и психология высшего образования». Если вы откроете эту программу, вы увидите следующее. В программе прописано, какие разделы, знания по каким разделам должны быть у вас в вашей чудной голове, для того, чтобы вы успешно ответили на все вопросы тестов. Ну и, соответственно, чтобы вы подготовили замечательный образовательный проект, который будет удостоен наивысшей оценки. Ну а теперь давайте познакомимся с теми примерными заданиями в тестовой форме, в которые вы можете получить. Еще раз, задания вам выпадают рандомно, исходя из того, как это вдруг случайным образом выберет машина. Ну, например, в структуру педагогического процесса входит обучение, воспитание, развитие, образование, воспитание, обучение, формирование или же социализация обучения. Правильным ответом здесь будет обучение, воспитание и развитие, потому как педагогический процесс – это образовательный процесс, это тот процесс, который включает в себя все составляющие того понятия, что мы называем образование. И обучение, и воспитание, и развитие. Поэтому правильный ответ здесь первый, и он единственный. Далее, если мы рассматриваем такое задание, как обучение, что это, да, то мы видим несколько вариантов ответов. Это процесс и результат количественных и качественных изменений в организме человека. Это процесс взаимодействия учителей и учащихся, в ходе которого осуществляется образование. Это специально организованное взаимодействие старшего и младшего, то есть обучающего и обучаемого с целью передачи старшими и освоения младшими социального опыта, который необходим для жизни и труда в обществе, или же это процесс становления личности под воздействием различным факторов. В данном случае под обучением понимается специально организованное взаимодействие носителя опыта и того, кто в этом опыте нуждается. Поэтому правильным ответом будет третий вариант ответа – специально организованное взаимодействие старшего и младшего с целью передачи от одного к другому социального опыта, который необходим для жизни и для труда в нашем обществе. Ну или же, например, такое задание, как педагогическая система. Что это? Да? Возможный вариант ответа, что это последовательная система действий педагога, связанных с применением той или иной совокупности методов воспитания и обучения. Или же это взаимосвязанные последовательность решений бесчисленного множества задач различного уровня сложности, куда включаются педагоги, воспитанники. А может быть, это множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных единой образовательной целью развития личности и функционирующих в целостном педагогическом процессе. Или же вариант взаимосвязь педагогической теории и технологии обучения и воспитания. Отталкиваемся от слова ключевого «система». Предполагаем, что система – это есть совокупность взаимосвязанных компонентов. Если мы говорим об образовательной системе, о педагогической системе, это такие элементы, как цель, содержание, методы, формы, результат. И тогда, естественным образом, мы выбираем третий вариант ответа как правильный. Это множество взаимосвязанных структурных компонентов, которые объединены единой образовательной целью. В данном случае, раз педагогическая система, то и цель – это развитие личности. Вот то, что касалось тестовых заданий. Если мы говорим об образовательных проектах, то вам в программе вступительных испытаний предлагается примерный перечень тех проектов, которые вы можете выбрать и, соответственно, описать, как вы видите, развитие того или иного педагогического явления или процесса в перспективе. Напоминаем о том, что слово «проект» означает «брошенный вперед», поэтому предполагается, что когда вы описываете образовательный проект, вы решаете некую проблему, с которой вы столкнулись, и в будущем предполагаете с этой проблемой справиться. Соответственно, вы предполагаете систему действий, ведущих к достижению определенного ожидаемого результата по определенной проблеме. Если вас не устраивает та тематика проектов, которые мы вам вывесили в программе вступительных испытаний, вы можете предложить свою. Поэтому называется примерная тематика образовательных проектов.
Дело в том, что образовательный проект имеет определенную структуру и желательно ее придерживаться. Конечно же, как у каждого документа, у проекта должен быть титульный лист. Проект должен начинаться с обоснования актуальности образовательного проекта. То есть вы должны доказать его необходимость и своевременность. То есть, что нужен этот проект. Да? Это может подтверждаться следующими цитатами или фактами. Во-первых, это может быть ссылка на нормативно-правовые источники. Ну, например, вы можете сказать, что в национальном проекте образования есть такой подпроект, как вот такой-такой, и поэтому весьма актуальным представляется реализация проекта под названием таким-то, который решает такую-то проблему. Либо вы можете сослаться на мнение известных ученых, которые занимаются решением данной проблемы. И вы говорите, вот, например, есть товарищ Иванов, Петров, Сидоров, которые решали эту задачу, и они сделали очень много для того, чтобы с этой проблемой справиться. Иванов сделал это, Сидоров сделал нечто такое, а вот однако вот такой кусочек проблемы остался недостаточно разрешенным, и поэтому я разрабатываю собственный образовательный проект под названием таким-то, да? Либо вы можете в качестве актуальности сослаться на собственный опыт. Вы можете сказать, что многолетний опыт наблюдения или взаимодействие с обучающимися такого-то уровня показывает, что они, например, там плохо владеют или недостаточно владеют какой-то компетентностью, или у них не развита там финансовая грамотность или речевая культура, и из года в год это состояние ухудшается, и результаты проведенного анкетирования дают основания нам полагать, что нужно бить тревогу, и поэтому нужно запускать некий проект под названием таким-то, который позволит сделать то-то, то-то. Обосновав актуальность, буквально размером не более страницы, вы переходите к описанию замысла образовательного проекта, то есть в чем будет состоять его суть, да? Затем описываете актуальную ситуацию, то есть что на данный момент мы сейчас имеем, какое состояние. Затем вы предлагаете цели, результаты образовательного проекта. Почему через слэш обозначено? Потому что цель есть образ ожидаемого результата. Цель она одна, результаты могут быть дробные. Ну, например, цель формирования коммуникативной компетентности при изучении цикла дисциплин какого-то определенного, да? Результатом, соответственно, является сформированность данной компетенции, которая выражается в определенных показателях. И показатели, соответственно, вы перечисляете. Далее, из цели следуют задачи. Если цель одна, задач может быть много, их должно быть много. Они конкретизируют цель. Цели служат ступенями к достижению. Задачи служат ступенями к достижению цели. И если задачи выстроены логично, последовательно, то цель мы достигнем. Ну и, наконец, хотелось бы увидеть методы образовательного проекта, то есть что вы предлагаете, какие пути решения для того, чтобы достичь выставленную вами же цель и для того, чтобы решить обозначенные вами задачи. Конечно же, проект оценивается по определенным критериям. Критерий – это признак, который должен быть виден в вашем проекте. Когда вы будете писать и оформлять проект, пожалуйста, обратите внимание, все ли критерии вы учли. Да? Поэтому проверьте сами себя, свой проект на соответствие данным критериям. Что мы должны увидеть в критериях? Во-первых, целевое назначение. Есть ли она вообще цель, насколько она правильно, адекватно поставлена, насколько она поставлена по смарт, то есть умная цель, диагностичная цель, достижимая цель, в определенные сроки ограниченная цель, соответствуют ли задачи поставленной цели, согласованы ли между собой задачи, обеспечит ли решение выполнения данных задач достижению целей. Инновационность, такой критерий, тоже очень важен. Почему? Потому что если вы предложите то, что делают все, тогда, соответственно, вопрос, а зачем ваш проект нужен? Просто работайте, как все работают, как все обычные, нормальные, как говорится, люди-специалисты, да? А вы предлагаете нечто новое. Вы говорите, в обычных условиях, но не срабатывает, да, не можем мы достичь этой цели. Но если мы вот нечто изменим в образовательном процессе, во взаимодействии со студентами или в организации, деятельности образовательной организации, или же мы какие-то новые принципы выведем и будем их придерживаться, тогда цель будет значительно быстрее достигаться, и она будет более качественна.
Следующий критерий – это концептуальность. Конечно же, это опора на научную управленческую концепцию, на те подходы, на те решения, на те теории, которые должны лежать в основе выбора ваших действий. Поэтому будет очень приятно, если вы в ходе оформления проекта укажете, на какие мнения ученых вы опирались, создавая свой проект. Проект должен быть управляемым, то есть возможность на основе диагностики определить цель, анализировать, планировать, организовывать, контролировать процессы, выбирать средства и достижения результата. Ну и, конечно же, будет очень неплохо, если ваш проект будет транслируем, то есть воспроизводим. То есть ваш опыт, если можно, будет передавать в другие организации, другому преподавателю. То есть если этот опыт может быть диссимилирован, да, то есть передаваем. Учитывая, что проект вы пишете один, то желательно, конечно, уважаемые абитуриенты, чтобы все данные критерии нашли в вашем проекте свое воплощение. Ну, вот в данном случае вы видите образец выполнения титульного листа, где вы обозначаете и нашу организацию, куда вы поступаете, да, это Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Мы имеем прямое подчинение Министерству просвещения России. Вы указываете кафедру, вы указываете направление подготовки, профессиональное обучение 440404, ну и, соответственно, профиль педагогика, психология высшего образования. Указываете свое фамилию, имя, отчество в полном варианте и указываете наименование проекта. В данном случае, например, программа развития образовательной организации на основе концепции бережливого производства. Указываете, что это образовательный проект для поступления в магистратуру под названием определенным. Если у вас возникают вопросы, вы можете нам писать, вы можете нам звонить, вы можете консультироваться. Вахидова Люция Ванцедовна – это руководитель программы «Педагогика, психология высшего образования». Бахтиярова Нира Фаритовна – это я председатель приемной комиссии по вашему профилю, по вашей программе. Чуть ниже обозначены наши электронные почты и еще чуть ниже обозначены наши телефоны. Пожалуйста, звоните, пишите, и мы ответим на все интересующие вас вопросы. Большое спасибо за внимание. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так. Те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает.
но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.